Саба ен önemli bir vakit her bir insana дейін. Hepsi söyler hani nice uyanacağın, öyle de günün geçecek. Ko bu gün geçsin sizde ilin hem başarılı. Sabah hayır olsun Gagauziya. Gagauziyada pek çok talantlı insan var. Angları bildirirler autonomiyi aşırıda hem devletimizde. Ama var hep o kadar da çok genç talantlı insanlar anglarını da kimseyi bilmir. Onlar da severler kendi vatanını hem kendi biyetlerinde terbiye ederler bu sevda duygusunu. Bugün stüdyamızda bulunur Praskovya Khomenko. O dil çoktan ama dil çoktan insanın öğrendi, onun biyetlerini başladı okuma sosyal bağlantılarda. Доброе утро, Прасковья. Доброе утро. С каким настроением сегодня проснулись? С хорошим настроением, отличным. Вы у нас первый раз, и о вас, как о творческом человеке, недавно узнали. В социальных сетях прочитали ваши стихи. Расскажите немножечко о себе, когда начали писать, откуда вы? Я родилась здесь, в Камрате. В 11 лет я начала писать стихи. Это просто какое-то вдохновение, такой талант, можно так назвать, которым наградил меня Бог. И все, в принципе, живу здесь, мне уже 36 лет. Моя семья образовалась тоже здесь, в Камрате. У нас 4 детей. Мы работаем здесь оба здесь учились. И, в принципе, настоящие патриоты своей родины. Да, в принципе, всем довольны и не собираемся никуда. Про ваши стихи помните ваше первое стихотворение, о чем оно было? Первое стихотворение было просто о природе, о том, какое красивое солнце, небо, птички поют, вот такого плана. С кем поделились этим стихотворением? Кому первым прочитали? С подружкой школьной.
В принципе, ни с кем никогда не делилась. Для меня это было такое совсем личное, не для публики, всегда стеснялась кому-то что-то показывать. Ну вот пришло время, когда меня уговорили опубликовать стихи в В соцсетях. социальных сетях, Да. да? Как вы считаете, вот вы человек с талантом, как вы считаете, почему не всем дано вот писать, не только стихи? Это что за такой Я талант? не думаю, что нет талантливых людей. Я думаю, что у каждого свой какой-то особенный талант, свое какое-то призвание. Просто не все люди вовремя распознали в себе это или не нашли в себе этот талант, не развили его, не пошли дальше по этому пути. Наверное, так. Чем мужская поэзия отличается от женской? Я не думаю, что сильно отличается мужская поэзия от женской. Наверное, может один человек от другого отличаться, это не зависит от пола. Ну, есть мужчины, которые пишут прям такие прополитические стихи, наверное. Женщины мало, наверное, такое пишут. Они все-таки помягче, более такие женственные все-таки. Но настоящие поэты, которые пишут о любви, о природе, о любви к родине, они пишут, в принципе, все об одном и том же. Вот Раскрывают вот. чувство любовь, да? Да, да. Вы многодетная мама, и хотелось бы узнать, как может современная женщина совмещать прозу жизни и творческий полет? Ну, я думаю, что этот творческий полет продолжается в семейной жизни, выливается в детей, в семейную жизнь, в быт, потому что стихи я не писала всегда безостановочно. На долгие такие промежутки времени я останавливалась и вообще ничего не писала, или писала, допустим, только детям своим, только мужу, и не было у меня таких вот тем, которые сейчас появились, про любимый город, про социальные какие-то проблемы. А так, в принципе, я думаю, что можно вполне совмещать, потому что одно другому не мешает. Вдохновение мы черпаем из кого? Из тех людей, которые рядом с нами, из того места, где мы находимся, из, наверное, того, что тебя окружает, то, где ты находишься. Ну, я имею в виду атмосферу, в которой ты находишься. Вот, наверное, так. Это неотъемлемая часть нас и неотъемлемая часть нашего вдохновения. Правда ли, что нужно войти в определенное эмоциональное состояние? Вы чуть-чуть ответили на это, что не обязательно входить, вы черпаете вдохновение от окружающих. Да, часто бывает такое, что от окружающих. Даже, может быть, после просмотра какой-то передачи документальной, после каких-то событий, которые произошли вообще в мире, глобальных каких-то событий. Или что-то более такое насущное и бытовое. После ссоры с мужем, например, могу написать стихотворение. Бывают и такие стихи. Да, бывают и такие, которые вдохновляют. Сказать о том, что я все равно тебя люблю, что все равно ты мой родной человек, и несмотря на то, что мы иногда ссоримся и что-то происходит в нашей жизни, это не мешает, не меняет мое отношение к тебе, да. Вот так вот. Какие темы и мотивы вам близки? Ну, вы уже чуть-чуть раскрыли это, но о чем бы вы никогда не написали или бы никогда бы не опубликовали? Есть такие стихотворения? Я думаю, что, наверное, нет, но я бы, наверное, не написала стихотворение, которое может вызвать ненависть к чему-то или к кому-то. Вот, наверное, такие вещи я бы не стала писать. А так, в принципе, нет, наверное, запретов или табу для меня каких-то. Нет. Тем более, что это вдохновение тебя ведет само, и ты не всегда знаешь, о чем ты напишешь. И, наверное, поэтому нет ограничений. Я бы, наверное, не публиковала все в социальных сетях или не показывала бы все свои произведения широкой публике. Есть личные очень вещи, которые должны остаться между мной и Богом, допустим, или мной и человеком, которому написано это стихотворение. Вот такое. Легко ли быть поэтессой?
Во всех сферах. Вы публикуетесь в основном в социальных сетях. Только там. Да, почему только там? Есть какие-то трудности с напечатанием сборников? Или это ваше вот личное желание? Вам удобнее так с читателем? Я, наверное, человек, который приземлен в этом плане и никогда не думал о том, чтобы публиковаться, и что это какое-то такое достижение, которое нужно там выносить на всеобщее обозрение. Я не считаю, что это профессионально сделано. Я считаю, что для публикации вообще нужна команда людей, которые оформят это все красиво, отредактируют, подскажут, как правильнее сделать. Потому что я все-таки не филолог, не литератор какой-то, не училась на поэтессу. Я финансист, который работает с цифрами очень много лет. Перебью вас, я не думаю, что есть такой факультет, где учат писать стихи. Ну, если мы почитаем биографии поэтов, они все-таки... Ну, филологи в основном. Да, наверное, да. Но все равно как-то их образование было близко к тому, что они делали впоследствии. У меня такого нет. Я человек цифр, я человек бухгалтер, поэтому для меня это, ну, нет такого стремления у меня публиковать. Да и, наверное, в социальных сетях что легко, что люди могут с помощью комментариев написать свои отзывы, не отзывы, а свое мнение, свои впечатления. Есть такое? Вы читаете знаете, комментарии? Когда мой муж уговорил меня публиковать мои стихи, я даже хотела это сделать так, чтобы закрыть комментарии, чтобы вообще не комментировали, потому что каждый извлекает из себя какой-то свой смысл из стихотворений, из произведений. И поэтому мне как-то даже неудобно, что ли, было вообще читать чьи-то комментарии. Но все-таки он меня уговорил, сказал, давай, наши родные, близкие, в принципе, в соцсетях, в друзьях у нас те люди, которых мы на самом деле знаем, которые на самом деле как-то с нами соприкасаются, и мы дружим. И поэтому уже решила так оставить с комментариями. А так, в принципе, я не человек, который зависит от общественного мнения или от чьих-то комментариев и будет что-то менять в своей жизни, потому что кто-то что-то написал в комментариях. Поэтому для меня это не имеет большого значения, честно говоря. А вы как думаете, ваши стихи могут поменять чье-то мировоззрение, чье-то отношение к чему-то? Вы знаете, дай бог, чтобы мои стихи где-то чье-то мировоззрение, может быть, поменяли в лучшую сторону. Я надеюсь, что это приносит какую-то пользу и кому-то в чем-то помогает. Может, прочитайте свое любимое стихотворение или первое стихотворение? Есть у вас такое? Ну, давайте, есть одно стихотворение, которое коротенькое, я его действительно люблю, оно такое легкое, не навевающее какие-то очень глубокие мысли и простое. Я буду читать, потому что я не знаю ни одно свое стихотворение. Ну, это часто. Певцы тоже приходят. Я написал песню, но не знаю слова. И даже, честно говоря, не пытаюсь запомнить, потому что слишком много информации в голове. Стихотворение просто называется «Почему?». Почему нельзя быть смешным, опрометчивым и беспечным? Почему нельзя быть прямым, слишком честным и слишком доверчивым? Почему? Слишком часто и слишком навязчиво. Отпустите себя почему, чтобы жить очень просто и счастливо. Наберите воздуха в грудь и пойдите гулять по улице. Вам все можно, у вас любовь и большая улыбка на все лицо. И смотрите по сторонам, наступая нечаянно в лужи, и кричите во все уста, что вам зонтик под дождь не нужен, потому что любовь жива и стучится в каждой двери, потому что сердца звучат, как единая мудрая вера. Это стихотворение напомнило мне, ну, каждый свой смысл вкладывает, и я вспомнила, как маленькие дети постоянно, когда учатся говорить, говорят, почему. Да. И также и люди, наверное, всю жизнь себе задают себе вопросы, да, почему я не могу быть таким, как мне нравится, почему мне навязывают какие-то стандарты, какие-то нормы. Очень Почему тяжело вообще не нужно задавать эти вопросы себе и не жить так, как тебе нравится, и радоваться каждому дню, и просто просыпаться и радоваться, что ты проснулся, что ты можешь куда-то идти, что-то делать. Ну это тяжело, когда у тебя много забот, и тебе надо пойти рано утром на работу. Даже когда у тебя много работы, тяжелая работа, и 4 детей,
и ипотечный кредит — это не повод да. для того, чтобы грустить и Впадать в депрессию, да? впадать в депрессию, да. Да, Главное наверное, так. в нашей жизни это здоровье. Да, это правильно. А чем бы вы пожертвовали ради искусства? Или наоборот, не пожертвовали бы искусством, а пожертвовали бы чем-нибудь другим в вашей жизни? Это, наверное, неправильно жертвовать чем-то или кем-то ради искусства. Искусство, наверное, неотъемлемая часть любого человека и любого индивидуума, и не обязательно чем-то жертвовать. Можно совмещать всегда искусство и работу, искусство и бытовые какие-то дела, искусство и ухаживание за домом, за садом, не знаю. Это все взаимосвязано, и мне кажется, не может быть искусства тогда, когда человек живет только ради искусства. Мне кажется, это уже не искусство. Это уже идолопоклонничество. Правильно, когда в сердце находится место для всего, да? Должен быть баланс. Да. Я как бухгалтер знаю это точно. У вас есть этот баланс сейчас, да? Ну, в моей жизни тоже бывают такие взлеты и падения, но я стараюсь найти это равновесие, стараюсь найти этот баланс и жить в гармонии прежде всего с самой собой, потому что когда ты живешь в гармонии с самим собой, то у тебя гармония и во всем, и везде, и всегда. Поэтому желаю всем этого. А что вы делаете, когда у всех бывают такие моменты, когда эта гармония исчезает? Вы откуда черпаете новые силы, новое вдохновение? Пишете стихи в этот момент или же наоборот? Да, стихи мне помогают очень сильно, когда я грущу или даже депрессивное какое-то состояние, стихи очень помогают. Помогает музыка очень. Я очень люблю музыку, и вообще я считаю, что написание стихов неразрывно связано с музыкой. Для меня это как музыка, когда я пишу стихи. Помогает очень моя семья, мои дети, мой муж, потому что без них я уже не представляю себе свое существование вообще, каждый свой новый день. Я не знаю, как без этого жить дальше. Мои друзья, конечно же, моя работа. Я очень люблю свою работу. То место, где я работаю, вообще то место, где я живу, свой город люблю, этих людей, которых я встречаю каждое утро, каждый день. Это здорово, когда вокруг тебя очень много хороших, светлых людей, и это тебе помогает, это тебя вдохновляет, это тебя ставит на ноги, даже когда ты болеешь, и тебе звонят и спрашивают, как твои дела, это очень здорово. Да, согревает душу, Да. и хочется бы быстрее вылечиться и бежать вперед. И бежать на работу и вперед, да. Да. Вот многие говорят, это творческие люди, они чуть-чуть отличаются от обычных людей, у них свой мир, у них свои взгляды. Вы замечали, что вот ваш взгляд на мир отличается от других? Не думаю, что... Я вообще не сравниваю, стараюсь не сравнивать себя вообще с другими людьми, анализировать, отличаюсь ли я чем-то от других людей. Я считаю, что каждый человек уникален, у каждого свои какие-то таланты, и мне кажется, нетворческих людей вообще не существует. Ну почему? Я вот Есть не творческий люди. Есть просто люди, которые... ну как вот, периоды в жизни, такие сонные периоды в жизни, когда они не готовы творить и не готовы к чему-то новому, они готовятся, а потом происходят такие всплески и происходят какие-то творческие моменты в жизни, и они даже сами не подозревают, к чему их все это время вела жизнь. Вот мне так кажется. У меня все еще впереди. Да, я так думаю. Вы работаете в творческом месте, мне кажется. Да, но все равно вот вы пишете стихи, это более творческая такая работа. Я бы не сказала, даже что не это работа. работа. Да. Это талант, с помощью которого я могу выражать мысли. Полноценно выразить свои мысли, потому что я пишу, мне кажется, лучше, чем говорю, понятнее. По крайней мере, мне понятнее, когда я пишу стихотворение, вот все, я завершила свою мысль, я поняла, о чем я думала все это время. Вот так я для себя вот какой-то вывод сделала. А для других людей, наверное, это заключается в чем-то другом. В приготовлении пищи даже. Это тоже творческий процесс. Конечно. Какое время суток вы обычно пишете стихи? Я же говорила об этом, что обычно меня это настигает в 4-5 утра, когда я просыпаюсь и понимаю, что все, я не могу спать, мне надо писать. Или посреди ночи. Но вообще я ранняя пташка, я люблю рано вставать, я люблю рассвет.
наблюдать за этим процессом. Люблю, когда петухи поют рано утром. И вообще мне нравится вот раннее утро, особенно когда еще ранняя звезда только-только где-то там на небе. Это как-то, не знаю, вот просто время, когда я обновляюсь, наверное. И время, когда можно быть наедине с собой. Да, да, когда тихо, спокойно, когда тебя никто не отвлекает, и ты можешь спокойно подумать о чем-то. Если бы вам вот предложили начать жизнь заново, вы бы от чего-то отказались или же наоборот? Никогда. Нет. Я очень довольна тем, как сложилась моя жизнь. Многие мои мечты детские, они сбылись и воплотились в жизнь. И я бы ничего не изменила. Я вообще такой человек, который считает, что каждый наш шаг ведет нас к чему-то в будущему. И даже наши ошибки очень многому нас учат и дают тот опыт, с помощью которого мы потом можем прийти к какому-то хорошему выводу, к какому-то хорошему делу, к какому-то хорошему результату в общем. Как вы считаете, в чем ваша суперсила, как поэтессы, как мамы, как жены? Есть такая суперсила у вас? Суперсила, наверное, в моей вере. Я все-таки верю в то, что Бог есть, и в то, что Он нас очень сильно любит, и Он наш Отец, который нас ведет по жизни, который оберегает нас от всего плохого, от всего ненужного нам в данный момент или вообще в любые моменты нашей жизни. Наверное, это больше всего меня укрепляет. Ну и, конечно же, любовь окружающих, близких, родных, супруга. Всеобщее такое чувство, которое окружает нас, и надо только уметь улавливать и замечать это. Спасибо, Прасковья. Желаем вам творческих успехов. Будем Спасибо, подписываться на вашу страничку, следить за вашими новыми стихами, лайкать, комментировать. Да, спасибо большое. Geçireriz misafirimize ama programımız ilerler. Kalın bizimle.
Niçin hepsi beğenir sabahleyin içmeye kofe? Zira o verir kuvvet hem uyandırır insanı. Teklif ederiz, siz de yaparsınız kendinize birer çaşka kofe, hem bir şeyin müzikayla rahat rahat onu içersiniz. Neredensin sen mari kız, gelmezsin hiç bakışma. Yavru olsak ikimiz, hepsi başlayacak şaşma. Ha buyur gel akşama, tutuşsun ürem sana. Sen güzelsin ben olan, burada hiç yok yalan. Gelmeyeceğim ben bu akşam, çok işim çıktı tamam. İnternete kul oldum, orada yapu buldum. Like koyarız, post ederiz, ömrü kurban ederiz. Vakit geçir kaçarak, geçip gider yaşamak. Çıkın gençler havaya, ötsün sesler dolaya. Bırak kalsın o internet, yok pila ondan da bet. Sen beni şimdi affet, neden olacak kısmet? Sen kompüter başında, ben yanarım dışarıda. Sen haklısın ben olan, gel kurtar bu beladan. Al beni kucak taşı, çatlasın sevda taşı. Olup mutlu gülelim, yanaşık hep gidelim. Like koyarız, post ederiz, ömrü kurban ederiz. Vakit geçir kaçarak, geçip gider yaşamak. Like koyarız, post ederiz, ömrü kurban ederiz. Vakit geçir kaçarak, geçip gider yaşamak. Çıkın gençler